Движение по трассе Колыма на участке, проходящем через реку Алдан, в летнее время возможно только с помощью парома. Бесконечные часы ожидания, длинные очереди и нехватка мест в скором времени останутся лишь в памяти. В Якутии должен появиться еще один крупный транспортный объект – мост через реку Алдан. На подъезде к переправе выстроилась вереница из грузовиков. Водители смиренно ждут, когда разрешат заехать на паром. Легковушки переправляет паром поменьше, но и он ходит не так часто, всего 4-5 раз в сутки. Путь на ту сторону против течения занимает около часа. Таким образом, переправа через реку может отнять у водителя половину дня. А если немного припоздниться, то придется ночевать в машине. Дороги строятся, там лучше становится, очень тяжело ездить. Долго ли ждать паром? Я вчера вечером приехал, только утром сегодня в 7 часов ушли. Весной и осенью, после закрытия автозимника и до его открытия, транспортного сообщения здесь нет вообще. Период, когда по реке невозможно проехать на машине, в сумме длится около 2 месяцев в год. Для местных жителей это серьезная проблема. Это у нас только одна деревня, только Мегиналдан на этом берегу, поэтому нам постоянно приходится на лодках переправляться до районного центра. Приходом моста нам будет легко доехать до Хандыги в любое время суток, и много проблем решило бы. Отрезок трассы длиной в 25 километров проходит по реке Алдан. Это значит, что необходим мостовой переход. Первым этапом подготовки стал выезд совместной группы, состоящей из представителей Упордор-Вилюй и компании-подрядчика, чтобы осмотреть место работ. При разведке территории все чаще используют современные технические средства. Например, квадрокоптер обладает целым рядом преимуществ. Это видеосъемка, мобильность, и, пожалуй, самое главное – это возможность увидеть всю картину целиком. С высоты птичьего полета открывается поистине завораживающая красота якутской природы. Уникальность этого места заключается в том, что на площади в несколько квадратных километров сходятся сразу 3 реки – Алдан, Амга и Тампо. Таким образом, при выборе места, где проложат мост, необходимо учесть множество факторов. Это большие реки, это судоходство. Это множество стариц, множество рукавов, множество проток, сложная ледовая обстановка. Помним еще все паводки наши большие, да, когда вода поднималась очень высоко и затапливала прибрежные деревни. Естественно, проектной документации нужно будет предусмотреть таким образом, чтобы строительство мостового перехода через реку Алдан в этом месте оно не нанесло ущерб и не усугубило ситуацию. Ранее уже были рассмотрены несколько вариантов для мостового перехода через Алдан, но они не прошли главгосэкспертизу. По новому контракту подрядчик проведет геодезическую съемку, гидрологические замеры и изучит геологию. В результате будет предложено не менее 3 новых вариантов для мостового перехода. Стоимость контракта более 100 миллионов рублей. Финансирует работы Федеральный дорожный фонд, и завершатся они 30 ноября 2022 года. Сергей Михедов, Владимир Павлов совместно с пресс-службой управления дорог Вилюй, Тампонский район.